Я, Мулагалиева Азалия, ученица 11 класса школы деревни Нуркеева Туймазинского района. Хочу представить вашему вниманию работу о наследниках ремесел нашей семьи. Кем быть? Этот вопрос встает рано или поздно перед каждым человеком. Один становится поэтом или музыкантом, другой физиком, третий врачом. А в нашей семье передается из поколения в поколение профессия учителя. Безусловно, детство начинается с семьи и школы. Семья – это прежде всего родители, а в школе – учителя. Я думаю, у каждого человека в жизни был хороший, добрый, настоящий учитель, тот, который способен понять и простить, помочь поверить в свои силы и поддержать, с которым можно поделиться всем. Моей бабушке Зайтуне Ахмедхановне 60 лет. Родилась она в деревне Келькобызово Бакалинского района в многодетной семье. С 18 лет Зайтуна Ахмедхановна работает в системе образования. Педагогическую деятельность начала в 1978 году в родной школе в качестве пионер-вожатой. В 1984 году закончила Бирский государственный педагогический институт по специальности учитель русского языка и литературы. Вот уже 42 года бабушка работает в школе села Макан Хайбулинского района. Ее ученики – победители различных республиканских конкурсов и районных олимпиад. Выпускники успешно сдают ЕГЭ по русскому языку и поступают в престижные вузы нашей страны. Благодарные ученики каждый год навещают Зайтуну Ахмедхановну, делятся своими достижениями и успехами. Бабушка находит каждому ученику правильные и нужные слова. Ее уважают коллеги, родители, любят ученики. Она не только отличный учитель, но и любимая мама 3 детей и замечательная бабушка 4 внуков. Учительский труд Зайтуны Ахмедхановны оценен почетными грамотами, дипломами и ценными подарками. Маловажную роль в профессиональном определении моей бабушки, Гафиуллиной Зайтуны Ахмедхановны, сыграли ее родственники, учителя, двоюродная сестра Зульфия Казаханова, пионер-вожатая и учитель биологии и химии, родная сестра Зилия Казаханова, учитель математики и физики, ее муж Ирик Рахметов, учитель физики, директор школы, двоюродный брат Рашид Казаханов. Он преподавал в школе химию, биологию, был заместителем директора по учебной части. Его жена Райса Казаханова, которая учила бабушку русскому языку и литературе и проложила тропинку любви к этому предмету. Зайтуна Ахмедхановна до сих пор помнит, как она учила писать сочинения. Она привила мне любовь к языку, научила понимать и чувствовать красоту слова, вспоминает бабушка. По стопам Зайтуны Ахмедхановны пошли и ее дети. Иначе и не могло быть, ведь дети росли в учительской атмосфере. Старшая дочь, моя мама, Мулагалиева Гафиуллина Лейсан Галинуровна, окончила Башкирский государственный педагогический университет имени Акмуллы в 2004 году по специальности педагог-психолог. В 2006 году начала работать учителем башкирского языка и литературы в школе деревни Келькобызово Бакалинского района. С 2010 года работает в школе деревни Нуркеева Туймазинского района. В 2012 году Лейсан Галинуровна прошла профессиональную переподготовку на учителя русского языка и литературы. Сегодня она и классный руководитель, и учитель русского языка и литературы, и заместитель директора по научно-методической работе, и педагог-психолог. Такова специфика работы в сельской школе. Лейсан Галинуровна любит детей, любит свою работу и с уважением относится к коллегам.
Ее учащиеся принимают активное участие в конкурсах различных уровней. Самалия Исангелинуровна в 2018 году приняла участие в муниципальном профессиональном конкурсе «Учитель года». С мужем воспитывают 2 дочерей. Средний сын, Гафиуллин Азат Галинурович, известный в своем селе и районе. Он предан учительскому делу, окончил физико-математический факультет по специальности математика и информатика в Башкирском государственном педагогическом университете имени Акмуллы. В 2001 году началась его трудовая деятельность учителем информатики и математики в гимназии имени Сергея Аксакова города Уфы. В 2002 году продолжал работу учителем информатики и математики и заместителем директора по информационным технологиям в селе Кушнаренково Кушнаренковского района, а с 2017 года его назначили директором гимназии села Кушнаренково. Несмотря на молодость, он участвовал во многих профессиональных конкурсах. Награжден значком «Отличник образования Республики Башкортостан», участвовал в республиканском конкурсе «Учитель года», получил грант в 100 тысяч рублей, был награжден почетным званием «Лучший учитель России 2009». Его супруга Ольга Николаевна Гафиуллина, учитель математики высшей категории, заместитель директора по информационным технологиям, работает также в гимназии села Кушнаренково. Дети Тимур и Елизавета учатся в школе только на отлично. В 2017 году наша семья приняла участие в республиканском конкурсе «Лучшая педагогическая династия» и стала призером в номинации «Сердце отдаю детям». В 2019 году приняли участие в республиканском конкурсе «Трудовые династии». Несмотря на то, что наша династия молодая, я горда тем, что мои родные – представители благородной профессии – учителя. Наша династия не прервется, потому что я тоже хочу связать себя с педагогической деятельностью. Учительская династия. Строго и возвышенно звучат эти слова. Они подчеркивают благородство и мужество, талант и образованность людей, избравших своей профессией обучение и воспитание подрастающего поколения. Требовательное отношение к избранному пути, понимание своего долга, любовь к детям – все это отличает настоящего учителя по призванию, по велению сердца. Смело можно сказать, что учитель – это прежде всего призвание. И выбирать эту профессию стоит, если чувствуешь, что очень хочешь работать с детьми, передавать им свои знания и умения. Я преклоняюсь перед людьми, избравшими этот нелегкий труд. Я ими горжусь.